райцентрға экзамен янына набыпсынып кеттім. Әйтер имтихандарды тапшырғас кеттім оқырға. Мен онда ошолай ғана едім. Правда, қайғы жігіттер бәлене тұрғайны. Но мен орақ ойламайынса ол егітке келіп, көрейін ашу язырықты, көрейін, ашу тұрықты көрейін. Тұтналған кеміне табынақ келіп. Шулай етіп, япай білген егіті ап кестеп болды. Помню, вас поставил на зарядку будили воспитатели. И он заходит такой: «Харитин, Тур, давай, вставай, еще типа не слышал, а ураз пододелал, там не живешь, спишь, а он, ну, думаешь, ушел, нет, такой ураз, посмотрел, не тоже типа, что там, все равно потом встаешь сразу и уходишь заняться, вот так вот. Вот я сейчас хорошо себя чувствую, такой здоровый, вообще нормально, раз такой. Полицейский, можно сказать, что воспитанный, интеллигентный. Часто приходит говорят ему: «Эй, красавчик!» Но если серьезно, это тот человек, на которого можно положиться. Многие берут его в пример. В нем преобладают лидерские качества. И благодаря всему вышесказанному я хочу выразить полицейским снова жизни. Администрация всегда отличалась взвешенными и прагматичными действиями. Открытие лицея в свое время было сильным и правильным решением. Я желаю лицею не терять энтузиазма, не останавливаться на достигнутых высотах, продолжать двигаться дальше и также усердно работать над благом общества. Так, Барак Обама поменять надо сказать. Уже не знаю. Все, давай начинай. Здравствуйте, уважаемые участники конференции. Сегодня я немножко расскажу про образование. Первым делом, когда я начинаю разговаривать про образование, у меня вспоминается такая шутка, когда учитель так долго объясняет что-то, что он уже сам понял, а ученики до сих пор не поняли. Такое очень часто происходит на самом деле. И шутка шутками, но в современном образовании на самом деле уже сложился очень серьезный кризис. Кризис и проблемы. Почему? То образование, которое мы сейчас получили, мы его закладывали на рубеже 30-40-х годов прошлого века. Вот те кадры, которые нужны были для того времени, те проблемы, которые решались с помощью образования для того времени, они до сих пор готовятся и до сих пор как будто бы решаются. Но вы прекрасно понимаете, уже 21 век настал, да, и пора менять все эти стандарты. У нас уже, нашей стране, нашему обществу нужны совершенно другие кадры и люди подготовки. Вот пример, да, один такой пример. От нас до сих пор требуют, чтобы выпускник 11-классник обладал энциклопедическими знаниями того предмета, да, который он сдает или который готовил. Ну, я считаю это глупо, потому что у всех сейчас есть, да, то есть сотовый телефон. Если человек что-то не знает, он всегда может вернуть сотовый телефон и посмотреть. Вот я сам работаю учителем информатики, и вот, допустим, контрольный, который я провожу, я разрешаю пользоваться сотовым телефоном. В каком плане? Человек должен из интернета достать ответ на тот вопрос, который я задал. И как вы думаете, какой процент учеников справляется с этим заданием? 100. Ага, сейчас. Не 100. Вот что самое удивительное, не 100. Почему? Человек не умеет искать информацию. Да, сейчас он на бумажку запишет, выучит, там, мне расскажет, он даже сам не понял, что сказал вообще. Сейчас он вышел, через 5 минут все забыл. Разве это современный человек? Современный человек тот, который в трудную минуту достанет то, что ему нужно, из интернета, допустим. И самое главное, он поймет, что там написано, потому что тоже часто бывает. Ребята, нужную информацию нашли, я говорю, ну ты мне объясни сейчас, что ты вообще говоришь, да? Человек тоже не понимает. И это все идет вот до сих пор оттуда, с прошлого века. Одна из проблем, которая до сих пор не решается. Еще такой момент, да, это оценки. Оценки, они такая небольшая уловка мотивирующая, да, для того, чтобы человек учился. На самом деле это превратилось в цель обучения.
И самый главный фактор — мотивация обучения. Это же бред, опять-таки. Вот, допустим, если вот здесь очень много учеников в зале собрались, если мы у вас спросим, для чего вы готовитесь контрольно, да, чтобы получить знания, или мне нужно 5 получить, и все, я убегаю. Большинство учеников ответит, потому что им нужна 5. Как он ее получает, это не важно. Он ее может писать, он может шпаргалку подготовить, там подшустрил, да, там как-нибудь. Может быть, там своему другу там листочек кинул, он за него тоже все решил. Современный человек должен понимать, для чего он это делает. И вот если если обучение в школе превращается в обычное накопительство 5, то и хочется спросить, неужели это так ценно и так важно? И сразу тоже, да, а сколько 5 нужно получить, чтобы пойти в магазин и купить на эти 5 буханку хлеба? Ну это же бред, вы никогда не купите на эти 5 вообще ни на что, это просто воздух, их даже пощупать нельзя. И современный ученик, он должен понимать, для чего он учится. То есть он учится для того, чтобы получать знания, для того, чтобы выйти со школы, быть готовым к этому порой даже очень суровому миру, и то есть зарабатывать себе на хлеб уже не какими-то там виртуальными 5, а уже настоящими деньгами, да? То есть получается, школа нас вот современная готовит учиться в мире, к такому миру, которого не существует. Вы выпускаетесь со школы и попали вообще туда, где вот не было вот этих там 5 получил, молодец, за вас. Нигде не написано в книжке, допустим, как открыть свое собственное предприятие, как решить налоговые проблемы. Вообще все как проблемы жизни нигде не написано, как решаются. Вот, к сожалению, к этому готовит школа. И вот китайский философ Лао Цзы, он сказал очень интересную фразу. Дай человеку рыбу, и ты накормишь его на целый день. Но если ты научишь ловить его рыбу, то ты накормишь его на всю его оставшуюся жизнь. А современная школа, она, к сожалению, больше подходит на того первую часть вот этого фразы, когда она дает вот эту рыбу на 1 день, и школьник, то есть он получает 5, он радуется, да, он молодец, там кто-то там 4, 3, 2, да, он плохой, нехороший. Но когда он выпускается в жизнь, то есть это из школы, все это пропадает. Все это пропадает. И это печально. Хотя на самом деле школа теоретически, да, она должна понимать, что пора менять стереотипы, пора менять вот эти все стандарты. И человек, выпускаясь, он должен быть готовым к современной жизни. Он должен быть готовым к современной жизни. Уже на девятом, может быть, даже еще раньше, нужно вести профориентацию, чего человек хочет. Допустим, человек захотел стать бизнесменом. Хорошо, окей. Где у нас в современной школе готовят, допустим, человек захотел стать бизнесменом, куда ему сейчас пойти? Вот он, допустим, 9-классник. Никуда. А было бы неплохо, если была какая-то школа, в которой бы, допустим, объясняли виды юридических организаций, чем ООО, допустим, отличается от ИП, да, что такое НКО, что такое ЗАО, что такое АО и так далее, да, какие налоги бывают, то есть что такое печать и так далее и тому подобное. Этого нету. Допустим, человек захотел стать программистом. Опять-таки, я очень мало школ знаю, где человека могут серьезно подготовить на уровне школы, то есть, да, вот, программистом. Вот я, забегая вперед, немножко, то есть о нас тоже расскажу, то есть мы стараемся это делать. В основном все это приходится черпать самому, из интернета, как-то там, по знакомым. И если человек не готов к этому, сам доставать информацию, то он опять-таки, оказывается, попадает в просак. Как я уже говорил, современная школа это совершенно не учит. Вот опять-таки, вот, ребята, были ли у вас такие уроки о том, как правильно находить информацию с интернета? Давали ли вам такие задания? Вот, допустим, какая сложность, что-то сложное, какой-то алгоритм, да? Например, откройте свое собственное виртуальное хотя бы. Что нужно, какие документы подготовить для того, чтобы открыть свое собственное, допустим, ООО. Вы понимаете, серьезная проблема. Вот вы сможете сейчас в течение часа хотя бы их найти? Ну, я думаю, что нет. Ладно, в течение дня тоже навряд ли найдете. Вот. Это современная школа, и это современный кризис образования. Происходит это по разным причинам. И я, давайте не буду, то есть формат времени, к сожалению, ограничен, я не буду сейчас вдаваться в большие подробности, я скажу лишь одно. Мы сильно недооцениваем наших школьников. Очень сильно. Мы считаем, что мы их называем детьми, хотя на самом деле, если в них начать верить, да, они способны действительно творить чудеса. Я представляю сегодня Республиканский экономический лицей-интернат и учитель информатики, и мы в своей школе на уроках информатики стараемся преподавать по новым стандартам. Мы стараемся учить чему-то новому, то есть даже не смотрим на современное время, мы стараемся заглянуть немножко вперед, на 10 лет вперед. А что будет через 10 лет?
каким человек должен быть. И я расскажу это на примере нашей интернет-олимпиады Олимпии, которую слайд вы видите за моей спиной. Что такое интернет-олимпиада Олимп? То есть это сборник игр логических, в которые ученик играет, набирает баллы и борется, соответственно, за топ в этом рейтинге, да, в рейтинг-листе, и потом уже приезжает на очный тур. Интересный момент. В организации вот этой олимпиады участвуют, помимо меня и моего коллеги, наши ученики. Наши ученики участвуют там не так, что иди принеси листочек, иди принеси ноутбук, распечатай на это, да. Они полноправные участники этой олимпиады. Знаете, какую роль им отведена? Они программируют игры для этой олимпиады. Мы намеренно, не специально не вмешиваемся в процесс программирования игр. Все игры пишут ученики. Самые первые олимпиады писали 3 ученика. 1 9-классник и 2 10-классника. Вот подумайте, человеку в 9 классе доверили серьезный республиканский проект. Где это есть такое? То есть почему? Детей, это школьников, недооценивают, считают, что они еще маленькие. Хотя если в них поверить, вот я-то знаю, они способны свернуть горы. Олимп 2016 сейчас программирует 4 ученика 10 классов. Они пока еще не до конца научились, очень сложно идет этот процесс, но он идет, он движется, ребята заинтересованы, и когда они видят, что взрослые люди общаются с ними на равных, уважают их, спрашивают их совет, самое главное, они не только говорят, как надо делать, а спрашивают их совет, то есть они зажигаются. И учитель в первую очередь должен зажигать факел. Факел внутри, да, с энтузиазмом, и потом уже как бы человек идет. То есть вот, кому-то, может быть, наш опыт покажется полезным. Если кому-то наш опыт покажется полезным, мы поможем вам реализовать это. Контакты есть, мои контакты есть у организатора, то есть как правильно организовывать работу с детьми. И пользуясь случаем, я бы хотел, раз такая серьезная конференция, попросить помощи в организации Олимпиады, если есть у кого возможности. То есть нам нужна помощь в продвижении Олимпиады и спонсорская помощь для приобретения призов и подарков. Мое выступление закончено. Не хочу вас всех затягивать. Всем большое спасибо. Меня зовут Шайхметов Владимир Валерьевич. Да, извините, я не представился. Я учитель информатики из экономического лицея интерната. То есть мы соседи, коллеги по цеху, братья. Большое спасибо, Владимир Валерьевич, за ваше выступление. Следующим выступает Салават Хамидуллин с проектом Башкирика. Мое выступление не будет ограничиваться только нашим проектом Башкирика. То есть я все-таки немножко тут речь какую-то заготовил, поскольку меня попросили. Но в интернете, да, у нас есть аккаунт Башкирик, где вот мы выкладываем, я выкладываю свои программы. Вот, потом, если вы знаете или не знаете, у нас есть другой большой проект «История башкирских родов», который мы вот уже ведем 2-й год. Издано на сегодняшний день 12 томов, 13 томов печати. Вот, мы будем эти все PDF-версии тоже выкладывать уже на сайте Башкирика. То есть аккаунт в YouTube это одно, а еще будет сайт Башкирика, где мы все вот эти PDF книжки выложим. Там у нас будет тоже видеобиблиотека, аудио будет библиотека. И, соответственно, мы хотели уже в будущем, если средства позволят, там будет у нас такой раздел ШЖР, то есть составить родословную. Какой-то мы, наверное, заложим, будем заполнять вот этот раздел базы данных. Любой человек, который захочет, там, например, составить свой ШЖР, будет закладывать какие-то параметры, и, соответственно, сама техника будет, в общем-то, автоматически, по крайней мере, что-то, какие-то, может быть, первичные сведения выдавать и в виде древа составлять. Но это в лучшем, так сказать, это в идеале. Но это очень сложно. Вот. Но вообще для чего все это надо, для чего вообще вот эта работа ведется?
для вот продвижения в интернете вот нашей башкирской истории. То есть вот предыдущий выступающий говорил, что ну, приводил значит, какие-то вот, на его взгляд, скажем, отрицательные, да, черты или недостатки современной школы, да, но вот, это как бы одна сторона, то есть это сторона молодого человека, и, наверное, вы тоже, все молодые люди, они максималисты, они, в общем-то, кажется им, что вот они, в общем-то, вот с них история начинается вообще, что вот они пришли, сейчас весь мир изменят и, значит, сделают все как надо. Ну, это все через это проходят, и вот мы даже, все, наверное, знаете поговорку, не поговорку, а вот знаменитую, значит, афоризм Уинстона Черчилля, да, кто в молодости не был революционером, у того нет что? Нет души, да? А тот, кто остался революционером и в старости, у того нет сердца, да? Или по-другому, значит, кто в старости не стал консерватором, у того нет мозгов. Тоже как бы там вариация такая есть. Это очень правильная вещь. Дело в том, что вот этот прогрессизм, сейчас вот все молодые люди, вот многие такие, ну зачем нам вот эта история, зачем вот эти нам традиции, ну что такое-то, ну в 21 веке живем тут. Все, мир без границ, все космополиты, все люди, братья, там, какая разница, я могу там в Сиднее сидеть, работать, мне вообще там, какая разница. То есть, вот такой подход, он имеет место быть у молодых людей, но он не есть, как вам сказать, не то, что неправильно, это данность, мы от которой никуда не уйдем, но это только часть правды. Есть и другая часть правды, как раз о том, что говорил Уинстон Черчилль, да, он говорил о консерватизме. Консерватизм — это вечное начало, которое, в общем-то, оборотная сторона прогрессизма, да, и это, они находятся в диалектическом единстве. То есть мы не должны вдаваться или однозначно туда, или туда. То есть все-таки надо мир воспринимать в некой полноте. Вот, ну, допустим, вот возьмите Японию, да, Японию. Экономическое чудо Японии как раз оно во многом обусловлено тем, что все японское общество, оно строится вот чисто на консервативных началах. Они как, когда вот японцы проводили свои реформы экономические, там реформы Мэйдзи там, в 19 веке и потом уже в 20 веке, особенно после Второй мировой войны, после вот этого, значит, катастрофического поражения Японии. То есть они, как у них был подход, ну, у Запада возьмем только технологию, но в душе мы все равно останемся японцами, на своих традициях. Вот сегодняшние японские корпорации, там ведь ничего не поменялось. Они же так и строятся на отношениях патрона и клиента, как это было в 19, 18 и прочих веках. То есть глава клана и самурай, говоря уже, значит, тем языком. То же самое, значит, и сейчас. Все корпорации строятся вот именно на таком принципе. То есть демократия, вот эта японская, она на самом деле никакая не демократия. Там кланы, там какой-то босс, потом еще меньший босс, там, и так далее, значит, до самых там низовых структур. И считается работник тот, который, значит, у которого одна только запись в трудовой книжке, вот он пришел в корпорацию, пришел и умер, все. Вот. Это считается вот самое лучшее. А еще лучше, если сын пришел и занял место отца. То есть и у них там целая, значит, династия. Там династии патронов и династии их клиентов, так сказать. Понимаете, да? И еще там вот, это вот трудовая этика Японии, да, вот кто читал Макса Вебера, протестантский дух, вернее, протестантизм и дух капитализма, он это хорошо показывает, на чем, в чем был успех западноевропейского капитализма. На трудовой этике, протестантской трудовой этике было. В Японии то же самое. У каждой страны, вот такой серьезной страны, всегда была своя трудовая этика. Вот. И в Японии была своя трудовая этика, вот как раз вот на значит, клан, глава клана самурай. Вот это служение своему, значит, вот этому главе клана. И что самое парадоксальное, вот я где-то вычитал, есть японские фирмы, которым по 200, по 300 лет, и у них вот эти, значит, их подрядчики, или там контрагенты, другие, значит, мелкие фирмы, которые занимаются поставками в эту фирму, они тоже по 200, по 300 лет не меняются, представляете? То есть сейчас, когда на японский рынок хлынуло дешевое сырье, например, там какой-то из Китая, там, или еще тут, откуда из Америки, оно будет в 2 раза, может быть, значит, дешевле, чем те, которые вот, у традиционных поставщиков. Но этот всегда, значит,
не возьмет никогда, значит, не заключит договор с этим, с поставщиком более дешевого товара, он всегда выберет своего традиционного клиента. То есть всегда японцы, значит, сделают выбор. Почему? Потому что это дань традиции, раз. Второй, значит, этот клиент, чтобы не потерять лицо, никогда ему не подсунет какой-то, значит, некачественный товар. Ну и плюс просто вот это традиция. Вот традиция вот нашей семьи там или 200 лет и все. Вот на этом и зиждется экономическое чудо Японии. Вот на огромном доверии, что тебя никто не подведет, вот это успех японского капитализма. Для чего я это все рассказал? Вот как раз эта консервативная традиция, она, если, значит, самые несчастные страны, это какие? Это страны, где происходили революции. Вот, потому что они, так сказать, себя отдавали в жертву какому-то эксперименту, все страны смотрели, наблюдали, извлекали уроки. Но эта страна себя растрачивала, вот Россия себя растрачивала, Франция растрачивала. Сейчас посмотрите, что от Франции осталось. Они потеряли все свои традиции, ничего у них не осталось. Вот. И сейчас вот мы видим этот процесс вырождения Франции. Вот. Допустим, Англия не так. Там все-таки у них более сильный консервативный дух. То есть нельзя метаться. Нельзя метаться. Или посмотрите Китай. Ну, Китай это вообще, да, вот как вот, допустим, мы там, или там, вот, посмотрите, как Эрдоган мечется. То есть это не солидно для такой страны. Это как маленький катер, если посмотреть на воде, он плывет, раз повернул туда, повернул сюда, вот так. А Китай это авианосец, если что-то будет менять, представляете, он будет авианосец, там целый день он так будет разворачиваться. Так. Вот это и есть консерватизм. Без резких движений идти, значит, спокойно к намеченной цели. Вот. И самое главное, себя не растерять. Конечно, я много приготовил, тут и выход на мета-историю. То есть, что такое история? История это просто многие воспринимают как набор фактов, да? Но на самом деле это, конечно, не так, потому что если мы выйдем на уровень мета-истории, то есть надисторический уровень, да, там, на уровень на божественный уровень, да, вы молодые люди, но вы, если люди думающие, вы всегда все равно рано или поздно к этому придете. Значит, то тогда вы поймете, вот что Бердяев писал, консерватизм как вечное начало требует, чтобы в решении судеб общества, государства и культур был выслушан не только голос живых, но и голос умерших, чтобы было признано реальное бытие не только за настоящим, но и за прошедшим. То есть русская религиозная философия говорила, что народ состоит из двух частей, видимой и невидимой. Видимая часть это мы, ныне живущие, невидимая часть это те уже, которые ушли. Невидимая часть, она больше, чем видимая часть, вы сами понимаете, да? То есть их там сколько-то веков. Вот. И вот это Бердяев говорит, не надо думать, что те, кто невидимая часть, они не существуют, они существуют. И, соответственно, мы не вправе, вот он пишет, мы не вправе, вы неблагодарны и низко пользуетесь тем, что наши отцы, деды и прадеды лежат в земле, в могилах и не могут подать своего голоса. Вы пользуетесь их отсутствием, чтобы устроить свои дела, чтобы использовать их наследство, не считаясь с их волей. Понимаете, что он имеет в виду? Вот здесь революционеров ругал, что вот они взяли вот и произвольно изменили там культурную так, матрицу, скажем, России. Мы то же самое, мы не имеем права, значит, ничего менять. Значит, если мы признаем реальное существование невидимой части народа. Но это на самом деле так. То есть, это к чему я говорю, вот в этом и есть смысл истории. Следование там, некой культурной традиции, вот, поскольку есть о нас божественный замысел, и в Коране это, значит, подтверждено, а Коран это, значит, это откровение божественное, я, значит, в этом никто, все серьезные люди не сомневаются. Вот. Следование культурной традиции, следование, значит, своим корням. Ни один народ, наверное, не хочет себя потерять. Все хотят. Тем более, значит, у башкирского народа такая богатая история, такие глубокие, значит, корни. Народ, который имеет эпос Урал-Батыр, значит, он не может себя потерять на этой земле. Вот. Ну, возвращаясь к проекту, я хочу сказать, что, в общем-то, мы всегда открыты к сотрудничеству. Вот мы хотели и с устроителями этой видеоконференции, значит, завязаться, наверное, потом по почте там или как спишемся. Вот. И всех, кто хотел бы принять участие в наших проектах, в продвижении башкирской истории, нашей традиционной культуры,
мы всегда готовы к этому сотрудничеству. Спасибо за внимание. Xayrli kun. Bizning bu internetda translyatsiya qilyapti. Shuning uchun men bizni ko'rgan kishilarga butun salomimni yetkazim. Biz Ufa qal'asida Respublika boshqaruvchisi internatining binosida mana shu konferensiyani uyushtiruvchilarga yordam etib qatnashib o'tkazamiz. Shulay bizning zalda o'tirgan yigitlarga, yosh yigitlarga men nima aytgim keladi. Yigitlar bilan agarda bir sitda yursangiz, sit millatlar bilan aralashishingizda e'tibor eting. Agarda o'zining tilini bilmasa, o'zining millatingizning traditsion masalan shu musikal qurolida ham yerlarini bilmasangiz, senga ikkinchi turli qarash. Yeni kishilar yashaganda ko'p. Ammo shu vaqtda agarda sen o'zining tilini bilsan, o'zining tarixini bilsan, shunday bilan men har vaqt dedim, kunlashib qarab, qo'lida o'ynaydigan yigitlarga, o'yin qo'lida o'ynaydigan bilmayapti. Chunki mana shunday bizning o'zimizning unikal bo'lug'imiz bilan hech dunyo qiziq. Biz boshqatdan mana shunday yer sharida biz birovilar. Hem şununla biz dünyaya tanıttık. İnternet senterlerinde Bashkurt tilindeki materiallarda Bashkurt segmentin tibetlerinde öktürü için yigitler birlikte yanım geçti gerek. Şu internette Bashkurtsa informasyon edilir gerek. Birincisinden, ikincisinden şu Bashkurtsa informasyonu turlandırma gerek. Bizning Chernev degan haligi kunda student bir bo'lib kelib ketdi endi. Biz Wikipedia'ning internetda bo'lgan Wikipedia'ni boshqurt tilidagi materialni to'ldirib turganda bir so'rov kirgan. Mana shu balakigina primer. Misol, ham men aytgim kelib turganlar boshqurt tilidagi materialni internetdan izlagan, qo'llanadi. Tuğlandırırız. Hem şulay Bashkurtsa kompüterlerde, telefonlarda programmalar yazılır. Rahmat. Selamat qadrli do'stlar. Mening ismim Elnur Yusupova. Men internet marketolog. Men yaratan isek internet aşağı aksa işlergen. Вот в этом своем выступлении я сейчас хочу рассказать, как без большого бюджета, без знаний сделать свой сайт и начать продавать свои услуги и товары. Более подробную информацию вы можете получить в моей книге. Мы с моим партнером Дамиром Викторовичем написали книгу, которая называется «Быстрые клиенты с помощью Яндекс.Директ». Немного расскажу о себе. Я занимаюсь рекламой в интернете. Продавал товары, такие как, начиная от детских игрушек и заканчивая нефтяными продуктами по всему СНГ. Сейчас я хочу разрушить основные мифы, которые мучают наших людей. Это то, что миф номер один. Башкирские товары и услуги не пользуются спросом. Миф номер два. Для рекламы нужен большой бюджет. И миф номер три. Требуется суперзнание для создания сайта. Итак, давайте начнем с первой. Башкирский товар не пользуется у нас спросом.
Чтобы уничтожить этот миф, мы воспользуемся сервисом, который называется wordstat.yandex.ru. Этот сервис дает нам полную аналитику. Мы открываем этот сайт и вбиваем наш запрос. С помощью этого сервиса можно понять, какую информацию именно люди ищут в интернете. Вот приведу пример: башкирский мед. Ежемесячно около 4500 людей интересуются башкирским медом. Из них 1000 только интересуются в Уфе, остальные 3,5 получается по всей России. Вы можете легко сделать сайт, взять продукцию башкирский мед, с этим проблем у нас в Башкортостане нету, и продавать уже по всей России. Или, допустим, сейчас у нас активно идет хорошее, скажем, пиар развития башкирского туризма. У многих возникают проблемы с его развитием, с продвижением. Но если мы через сервис посмотрим популярность этого запроса, то увидим, что 5000 людей по всей России интересуются именно отдыхом в России. Они хотят отдыхать у нас в Башкортостане. Но, к сожалению, рекламные инструменты в интернете никто в Башкортостане у нас не использует. Потом я покажу. Миф номер 2. Для старта нужен большой бюджет. Некоторые думают, большинство думает, что для старта рекламы нужен очень большой бюджет. На самом деле это не так. Достаточно 300 рублей в Яндекс.Директ. Если у вас вообще денег нету, то можете использовать Инстаграм. Сейчас Инстаграм большими темпами развивается. Можно получать клиентов оттуда. Это доступно даже для вас, для школьников. Я даже знаю примеры московского школьника, который продает мед. Ему вроде 10 лет, он сделал сам сайт и уже зарабатывает деньги. То есть вы тоже можете. Вот пример продвижения туризма. Как мы видим, никто не продвигает башкирские курорты, продвигаются лишь санатории. Активно отдых, квадроциклы, рыбалка, а именно башкирские ИРНЛ и так далее никто не продвигает. Рынок у нас пустой. Миф номер 3. Требуется суперзнание для создания сайта. На самом деле это не так. Сейчас интернет-сервисы очень сильно развиваются. Вы можете в течение 1 часа без знаний за 590 рублей сделать свой сайт. О том, как сделать сайт, я расскажу завтра. В течение 1 часа у вас каждый сделает свой сайт. Поэтому приходите завтра обязательно, будет интересно. Также в этом видео, в этом выступлении я хочу рассказать про свой кейс, как мы продвигали отдых на Кавказе. Вот так примерно сайт выглядел. Продвигали 7 дней здоровья на Кавказе. Туда входило обучение, туристические походы. И сейчас покажу, что для этого не требуется большого бюджета. Мы сделали сайт, который стоит 590 рублей. Цель была вообще набрать людей на этот отдых. Мы использовали следующие рекламные инструменты. Это реклама ВКонтакте, которую вы тоже можете сделать, и сайт. Вот так выглядит адрес нашего сайта. Реклама размещалась в группах ВКонтакте. Отдыхом на Кавказе интересуются люди, которым интересно здоровье, тема семьи. Поэтому мы, недолго думая, взяли, договорились с администраторами группы ВКонтакте и размещали вот такие посты. 7 дней здоровья на Кавказе. И
Или вот такую рекламу размещать. Такая реклама стоит 1000 рублей в группе с миллионным охватом. 1000 рублей это небольшие деньги. Или мы размещали вот такие тексты. Также мы могли размещать рекламу в Яндексе. Когда, допустим, набираете какой-нибудь запрос, допустим, отдых в Башкирии, появляется реклама сверху. Это 300 рублей обходится. Или реклама в Гугле. Также возможно размещать рекламу в Инстаграме. Это знаете, наверное, что такое. И вот применяя только вот эти два простых способа, мы получили положительный результат. Набрали группу, люди едут со всей России отдыхать на Кавказ. Поэтому я хотел сейчас задать вопрос, а чем мы хуже? Наша природа позволяет, у нас есть все инструменты, поэтому мы тоже можем легко рекламировать башкирский туризм. То есть мы все можем. Бекбулдырабы. Если у вас появились вопросы, то я сейчас с удовольствием на них отвечу. Моя или вообще? Получается, был клиент из Москвы, сказал, давай организуем тур. Мы сделали ему сайт вот такой, запустили рекламу. Я как-то сам с туризма не зарабатывал, я зарабатывал за свои услуги, за создание сайта, за размещение рекламы. Моя цель была такая. Сколько он заработал, я не знаю. Но группа была набрана. Как бы люди со всей России именно ехали. Тур стоил, скажем, не дешевый, 30 000 рублей. Люди находили, несмотря на кризис. Еще, может быть, вопросы есть? Это скажет, наверное, Тимур, да? Это будет здесь, наверное? Если у вас имеется ноутбук, то обязательно с ноутбуком приходите. Будет реально практическое занятие. После занятия вы точно получите свой сайт. Можете написать ВКонтакте, я вам вышлю. Она в электронной версии. Там еще вроде вопрос был. Ладно, спасибо за внимание. Давай. Башкирский мед, как мы видим, пользуется реальным спросом. Он для всех доступен, можете башкирский мед продавать. Различные травы пользуются спросом лечебный. Люди охотно покупают, сейчас развита курьерская служба. Допустим, если из Москвы заказали, то через 3 дня уже он в Москве будет. Продукт бережно доставляет, ничего не разобьется. Спасибо, Ильнур, за доклад. Сейчас на минут 5 мы прервемся по техническим причинам. Докладчик скоро будет.
Уважаемые гости, на первом этаже у нас открыт буфет, можете посещать чай.